Доброе утро, телезрители, телеканал Якутия-24 и НВК Саха. Просыпаемся вместе с нами. Это утро Якутии. Позавчера все было всерьез, вчера мы переворачивали календари, ну а сегодня на календаре уже 4 сентября, понедельник, начало новой рабочей недели. И, естественно, мы к этому событию приготовили много интересного, познавательного. Все то, чтобы зарядить вас на плодотворный, хороший, радостный день. Поговорим о том, как проект, например, «Мама-предприниматель» помогает женщинам сделать старт в бизнесе. Сегодня также отмечают Всемирный день тхэквондо. Узнаем одну историю любви, которую связал именно этот вид спорта. По традиции послушаем, что нам нашептали звезды на предстоящую неделю, а всем, кто в данный момент в поисках рабочего места, будет актуальна тема ярмарок вакансий, которые пройдут по Якутии 5 и 6 сентября. Чем сегодня живет и дышит казачье сословие, и о проведении казачьего сполоха поговорим с гостями к концу эфира. Все это не только ждет вас в ближайший час, оставайтесь поэтому с нами, никуда не переключайтесь и не забывайте про наш телеграм-канал, в котором тоже много всего интересного появляется. «Утро Якутии» он называется. Внизу ссылка, слева внизу вы можете видеть QR-код, который можно отсканировать и прямиком на канал попасть. И также не забывайте о нашем приложении НВК Саха, которое позволяет также следить за новостями, смотреть в прямом эфире со своего смартфона или другого гаджета наш эфир, поэтому всегда позволяет оставаться в теме и держать руку на пульсе. Ну а по традиции начнем мы наш эфир, конечно же, с информации о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в 6 часов утра в центральных районах температура воздуха была от 0 до плюс 5 градусов, в заречной группе от 0 до 6. В южных от минус 2 до минус 1, в Вилюйской группе от минус 2 до плюс 4. В Нижнеленских от 4 до 5 со знаком плюс, в западных минус 1, плюс 3. В Колымо-Индигирской группе Улусов 2-4 градуса тепла, в Янских от 0 до плюс 4, на северо-западе от плюс 1 до плюс 2. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 3 градуса, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер западно-юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется максимум до плюс 16 градусов. 4 сентября на календаре, как мы уже сказали, и прямо сейчас предлагаем узнать, какими же событиями сегодня знаменателен день. Сегодня на календаре отмечают День специалиста по ядерному обеспечению России, Международный день тхэквондо, День незнакомых дорог и день рождения игры «Что, где, когда». В церковном календаре отмечают День Агафоника Никомедийского. Наши предки верили, что Агафон Игуменник леших вон гонит. По народному поверью, в этот день можно встретить лешего, лесного духа, хозяина чащи и зверей. В народе его еще называли лесовик или боровик. Еще в этот день старались задобрить домовых и дворовых духов. Женщины пекли пироги и оставляли их в авине, на конюшне, в бане, на чердаке, за печкой, чтобы духи подкрепились и в дальнейшем не вредили хозяевам. Народные приметы: если день солнечный, то осень теплой будет. Доброе дело, сделанное в этот день, вернется к вам в троекратном размере. Это день в истории. В 1799 году в Российской империи учреждены городские управы. В 1837 году в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение – телеграф. В 1884 в России отменена автономия университетов в ходе контрреформ. В 1957 начался первый полет реактивного пассажирского самолета Ту-104А по маршруту Москва-Нью-Йорк. В 1991 Свердловск переименован обратно в Екатеринбург. А в 1998 основана компания Google. В этот день родились: в 1874 году Александр Вишневский, русский и советский военный хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази. В 1875 Евгений Лансере, русский и советский график, живописец, народный художник РСФСР. В 1927 Джон Маккарти, американский информатик, автор термина «искусственный интеллект», основоположник функционального программирования. В 1929 появилась на свет Нина Ургант,
российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. В 1938 появилась на свет Маргарита Суворова, советская эстрадная певица, народная артистка России. В 1946 Александр Панкратов, советский и российский кинорежиссер и сценарист. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Теодор, Федор, а также Феликс, Ян и Ариадна. Ну а сейчас пришло время познакомиться с последними новостями и событиями, о которых расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. Полпред ДФО Юрий Трутнев, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, главы дальневосточных регионов приняли участие в праздновании на Сахалине Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На площади Славы Южно-Сахалинска состоялись главные мероприятия праздника. Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, военнослужащие, представители органов власти, общественности и духовенства возложили цветы к вечному огню. Затем прошли парадные расчеты. Жители новых регионов могут проголосовать на выборах в других субъектов России. Всего в стране открыто более 329 экстерриториальных участков. Эти избирательные участки в Нерюнгри и Якутске продолжают свою работу и встречают избирателей из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Они могут проголосовать на выборах законодательного органа своей территории. Спасибо за возможность проголосовать. Верим, надеемся на светлое будущее. Спасибо вам. Ну а тем временем в республике продолжается досрочное голосование на удаленных и труднодоступных территориях, в частности на территориях Булунского, Тампонского, отдаленных на слегах Хангаласского районов. В Анабарском районе досрочное голосование завершилось 2 сентября. Всего, по данным Анабарской ТИК, за период досрочного голосования проголосовало 50 избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях. Ну а тем временем в местности Балаганна Хусалданского района после реставрации открыли дом Саввы Егорова. Памятник архитектуры середины 18 века был восстановлен в рамках проекта «Сохраним памятники», инициированного главой Якутии Айсеном Николаевым. Средства на восстановление памятника архитектуры были собраны во время телемарафона НВК «Саха. Наше наследие», проведенного в апреле минувшего года в Международный день памятников и исторических мест. Реставраторами проведены работы по замене и восстановлению окладных венцов, чердачного перекрытия, крыши, восстановлению крыльца дома. Также активисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обработали дом спецсредствами для сохранения от пожаров и гниения. В Светлом и Чернышевском для школьников заработали студии пулевой стрельбы и музыкального фольклора, а еще юный инспектор дорожного движения и агроэкология. В 2023 году в Мирнинском районе в филиалах Центра доп. Образования открыли 307 мест по социально-гуманитарному, художественному и спортивному направлениям. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на профориентацию и развитие талантов детей и молодежи. Деньги на новые места в доп. Образовании и оборудование выделяют из федерального и районного бюджетов. Солнечный осенний день, свежий ветер и стремление к победе. Члены клуба любителей бега вышли на очередной старт. Само соревнование состоялось в парке культуры и отдыха. Это любимое место для любимого занятия. Клуб бегунов-любителей был создан более 40 лет тому назад и с тех пор несколько раз в год участвует в соревнованиях, показывая лучшие результаты. Нынче это уже 4-й старт на 5 и 10 километров. Среди любителей бега есть и именитые спортсмены, лыжники, мастера спорта и легкой атлетики. Недавно прошел российский забег, потом якутский полумарафон, и постоянно идут таежные дебри. И наши соревнования мы тоже вносим свою маленькую капельку в беговое движение. Больше стали бегать, заметно даже. Это очень хорошо. И человек же сдерживает. Ты бегаешь, значит, ты уже здоровый образ жизни у тебя. Хочешь нарушить, но ты знаешь, что у тебя будет скоро соревнование. Никак не получается. Так что все бегайте. И самое простое. Тем более в нашем парке. Это парк вообще мое любимое место.
Утро Якутии. Мы продолжаем встречать сегодняшний день, 4 сентября на календаре. С 2018 года на базе центра «Мой бизнес» Якутии проводится образовательный проект «Мама-предприниматель», где деловые мамы изучают основы ведения бизнеса, знакомятся с успешными предпринимателями и соревнуются за главный приз – грант в размере 100 тысяч рублей на развитие собственного дела. И сегодня в нашей студии Анжела Матананова, победительница проекта «Мама-предприниматель». Анжела, доброе утро. Здравствуйте. Ну, в целом, расскажите о себе, расскажите об вашем участии в проекте «Мама-предприниматель», как в него попали, почему решили принять в нем участие непосредственно. Я являюсь по профессии учителем, логопедом, дефектологом и мамой. В декрете я сейчас в данное время. У меня 3 сыновей, старшим моим по 9 лет, они пошли в 3 класс, и младшему год и 6. Вообще о проекте «Мама-предприниматель» я узнала случайно. Одним утром мы встали с маленьким ребенком и включили НВК СХА, там как раз показывали проект о маме-предпринимателя, рассказывали, да, о критериях, об условиях. Главное условие было, что ты должна быть мамой, начинающий предприниматель, либо мамой в декрете. Я бы, почему бы и нет. У меня как раз был бизнес-проект, который я составляла, примерный план. Я отправила заявку на участие, и через некоторое время мне позвонили и сказали, что я прошла первый отборочный этап. Ага. Вот так и началось. Это в копилку к тому, как полезно смотреть телевизор по утрам. Да. А как проект проходил сам по себе? Ну, вообще, как это все происходило? Что, может быть, вам больше всего запомнилось? Проект длился 5 дней. 4 дня у нас были вся информация, практика, все было в течение 4 дней. К нам приходили разные спикеры, рассказывали, как они начинали, да, с какими трудностями они сталкивались. У нас еще было 2 выхода «Сладкие мечты» и еще детский сад «Узнавайка». Вот. А так и параллельно мы, конечно же, разрабатывали, усовершенствовали свой бизнес-план. То есть бизнес-план у меня до проекта и после этого 2 небо и земля, можно так сказать. Кардинально поменялось. Да, конечно. А вот что за выходы? Это, я так понимаю, просто, грубо говоря, посещение каких-то предприятий, условно, да, организаций и ознакомление с их там внутренней кухней. Да, вот «Сладкие мечты» у нас так и было. Ага. А вообще, вы, в принципе, уже, да, частично сказали, что бизнес-план до, бизнес-план после «Небо и земля», но в целом, как участие в проекте помогает дальнейшему развитию? Даже если мы не говорим сейчас про грант, да, все равно как бы люди приходят, что-то там в течение недели, я так понимаю, что-то изучают, как это в дальнейшем может помочь? Да, проект именно очень, я думаю, очень полезен именно мамам, которые сидят в декрете, да, и проект дает именно толчок для старта, мотивацию, да, люди раскрываются, выход из зоны комфорта. И сейчас у меня, например, на примере меня, у меня уже четкий план, как я должна идти, чтобы у меня на старте более так гладко пошло. То есть уже есть какое-то видение, да, последовательности шагов? Да, масштабирование, да, по клиентуре, по маркетинг-плану у меня уже есть картина, как я должна идти. Ну вы сказали, что у вас там бизнес-план был, то есть вы фактически были на каком-то старте, да, на стартовой позиции. Да, задумка была у меня уже задолго до проекта. Я хотела открыть свой лого-кабинет. В части, что именно реализация была такая на стартовой точке, то есть да. идеи. А в основном, да, в проекте принимают участие тоже аналогичные люди в аналогичной ситуации, которые еще не начали реализовывать, или были люди, которые уже там в процессе, у них там уже что-то строится, но они пришли получить... Да, уже которым до года уже предприниматели были, да, мамочки. Некоторые были именно в сфере, они мастер-класс обустраивали, были мамочки. Студия, аниматорская студия еще была. Были. А допустим, из других участников, может быть, чьи-то проекты вам запомнились тоже? Мамочки все были такие, все разносторонние, очень талантливые. Запомнилась мне Сардана Пестерева, у нее студия, мастерская, именно она изготавливает из глины. Она приносила, всем показывала, я приобрела подсвечницу.
для себя. А своими руками не довелось полепить что-то? Пока нет, но она меня пригласила, Ага. да, на мастер-класс. Мгм. Ну вот в целом, в двух словах, об этом мы чуть позже поговорим, потому что вот скоро буквально, точнее вот уже нам сейчас нужно прерваться на короткую паузу. Мы с вами продолжим беседу, уважаемые телезрители. Оставайтесь, далее вот узнаем непосредственно про ваш проект, про логопедический кабинет. То есть проект, в принципе, называется «Мама логопед». О нем подробнее и о реализации поговорим после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Утро Якутии мы продолжаем. До паузы мы начали обсуждать и говорить о проекте «Мама-предприниматель». В гостях у нас победительница этого проекта Анжела Матананова. Анжела, ну, собственно, мы уже поговорили про сам проект, как вы участвовали, да, что это, ну, во-первых, кардинально меняет, вот в вашем случае, там, тот же бизнес-план, дает много новых навыков, знания ведения бизнеса. Ну, теперь можно как-то, наверное, от общего к частному перейти. Вы пришли с проектом «Мама-логопед». Да. Ну, как бы, опять же, вы по профессии являетесь педагогом. Да. Вот расскажите подробнее об этом проекте. Называется он «Мама логопед», если не ошибаюсь. Да. Мой проект «Мама логопед», если вот я хочу вкратце рассказать, за проектом «Мама логопед» лежит целая история. В 2017 году я со своими детьми, мы поехали в город Нерюнгри на лечение. Там есть реабилитационный центр «Сувак» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно вот мои дети сподвигли меня поменять профессию на учителя-дефектолога. И вот я вот этот тернистый путь, вот это все прошла с моими детьми. И поэтому вот я хочу помочь детям, да, и мой проект «Мама логопед», у меня будут услуги именно по логопедии, и еще будет 2 кабинета, репетиторские центры. Там мы будем оказывать услуги именно школьникам, и будут кружковые: математика, ментальная арифметика, английский, якутский язык, и еще в задумках, ну, шахматы, может, будут. Ну, Да. на самом деле, такими темпами, мне кажется, через, там, допустим, 2 десятка лет это может превратиться даже в частную школу, в принципе, почему бы и нет, если так загадывать, да, и мечтать масштабно. Но когда планируется открытие уже? Сейчас уже мы вплотную готовимся, открытие будет на следующей неделе. То есть вот уже вот двери Да, распахнуты. да, мы уже там все обустраиваем, последние вот штрихи вот остались, да. Ну, вот говоря про обустройство, грантовые деньги, как правило, они выделяются там на развитие проекта. Да. Вот куда эту сумму вы планируете потратить? То есть какое звено во всем этом проекте займет именно грант? Я хочу приобрести оборудование для кабинета логопеда-дефектолога, чтобы мои услуги более вот качественно оказывались, и для занятий с детьми оборудование хочу приобрести. Ага. То есть, в принципе, ну, наверное, частая такая история, когда приобретается именно оборудование на грантовые деньги, Да. потому что, наверное, самый дорогостоящий момент. Да, это все, да. Основные финансовые вложения на оборудование в основном идут. Ага. Ну вот в целом уже как бы так о грандиозных планах тоже поговорили, что да, почему бы вот потом не сделать частную школу. А в целом вот краткосрочный план какого-то развития у вас сейчас есть? То есть, может быть, там уже через 2 года вы видите, там, что еще там такие-то услуги появятся или там... Да, я хочу именно вот сделать как альтернативу СВАГа, да, там не только логопед-дефектолог, и психолог, нейропсихолог, чтобы в комплексе помогать ребенку с отставанием в развитии. Вот. То есть такой мини-реабилитационный центр Да, уже. да, и уже в Якутске, если у других людей нет возможности поехать в Нерюнгри, да, там снимать квартиру, они могут здесь проходить, и тем людям, у которых вот квоты не хватает. Ага. Для Ну, очень такая реабилитации. благородная цель, я надеюсь, все у вас получится. Ну и завершая нашу беседу, в 2 словах, вот как считаете, в чем все-таки секрет женщин, которые, ну, успешно и бизнес развивают? Таких много на самом деле, и бизнес могут развивать, и в это же время и воспитанием детей занимаются прекрасно. Ну, я думаю, что любое дело должно приносить удовольствие, моральную удовлетворенность, тогда и можно и работу, и семью совмещать. Главное, чтобы приносило удовольствие, не в тягость, чтобы было твое дело, да? Это, в принципе, наверное, схоже с главным секретом жизни, что все нужно делать так, чтобы, ну, ты от этого получал удовольствие, а Да. не делал в тягость. Анжела, спасибо большое. Ну, желаю успехов и развития вашему проекту. Надеюсь, что огромное количество пользы он принесет, будучи таким мини-реабилитационным центром, скажем так. Удачи вам, хорошего дня. Спасибо. А мы сейчас прервемся на короткую паузу, после которой продолжим встречать этот день, 4 сентября на календаре. Я напоминаю, день недели, понедельник.
Утро Якутии мы продолжаем. Первый в истории России детеныш большой панды родился в московском зоопарке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Это уникальное и очень редкое событие, результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег, говорится в публикации. Родители новорожденного Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их привезли в честь 70-летия установления дипломатии между Россией и Китаем. Как отмечается в записи, сотрудники зоопарка ездили на стажировку в китайский питомник, чтобы научиться правильному уходу и содержанию гостей. Животных познакомили друг с другом этой весной. Их отношения развивались под контролем китайского эксперта по размножению больших панд. Пресс-служба мэрии назвала рождение детенышей знаковым событием для России и всего глобального природоохранного сообщества. Но напомню, сегодня 4 августа отмечается Всемирный день тхэквондо. Варвару Афанасьеву и Гаврила Семенова свел именно этот вид спорта. А сегодня у семейной пары свое детище – школа боевых искусств. О том, как молодые люди совмещают романтику и любовь с далеко не романтичными видами спорта, смотрите в материале Катерины Винокуровой. Знакомьтесь, Варвара, мастер спорта России по тэквондо, обладательница синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, действующая спортсменка по смешанным единоборствам. Гаврил – мастер спорта России по боевому самбо, старший тренер по дзюдо и обладатель черного пояса. Неудивительно, что в свое время эту пару связал именно спорт. Я уехал на сбор в Монголию, и со мной были девочки-дзюдоистки, которые со мной тренируются. И они ее подруги. И мы как-то так... Я у них ноутбук одалживал, и там общие фотки были. И увидели там Варю, да? Да, я увидел ее и начал спрашивать, кто такая там, и потом как бы... Написал ВКонтакте. У него не было ни одной фотографии на страничке. Да, было пусто. И меня удивило, что у нас было очень много общих друзей. И, конечно же, я у подруг начала расспрашивать, что это за молодой человек. Мне все в подробностях рассказали, что он очень ответственный, очень трудолюбивый. И я такая, так. С тех пор Варвара и Гаврил неразлучны уже 10 лет. А спорт давно стал образом жизни, в котором их сейчас двое. Мы в спорте 24 на 7. Мы тренируем, потом идем сами тренируемся, потом опять тренируем и опять тренируемся. Вот так вот у нас каждый день как бы. А если даже у нас отпуск, то у нас отпуск очень активный. Либо куда-нибудь восхождение на гору, либо какой-нибудь трип. Обязательно активность какая-то должна быть. Но это как образ жизни уже. Мы уже не можем без этого. Когда мы приедем на какое-нибудь новое место, обязательно с утра выходим на пробежку и два зайца убиваем. И тренировка, и смотрим окрестности. Да. Вот так спорт каждый раз открывает им дорогу в будущее. А в прошлом году пара открыла свою школу единоборств, в которой оба преподают детям и взрослым. Мы всю жизнь в спорте, всю жизнь в единоборствах, поэтому очень хотели передать свои знания деткам и с раннего возраста. Наша, так сказать, миссия, чтобы каждый ребенок полюбил спорт с самого раннего возраста. Сейчас же вольная борьба №1, и хочется, чтобы тоже дзюдо, тэквондо, восточное единоборство тоже один в ряд стали. Да, потому что у нас сейчас и по дзюдо очень много результатов. Я сам являюсь старшим тренером республики, и у нас девочки очень хорошо выступают. У нас 5 членов сборной России есть, и очень достойно выступают и защищают честь республики. Недавно на первенстве России 3 девочек стали призерами. Да. Первенство России по дзюдо. Я же как старший тренер, я сейчас детей учу и до 8 класса довожу, и хочу, чтобы мои ребята, кто выбрал уже спорт, как бы хочу, чтобы они поступили уже в училище Олимпийского резерва, и то уже с ними плотно уже заниматься, чтобы достигать высоких результатов. Помимо общего детища, Варвара и Гаврил – действующие спортсмены. В их планах не только взращивать будущих чемпионов, но и самим покорять спортивный Олимп. Планирую в будущем попасть в самую лучшую организацию мира, UFC. И хочу стать именно первой девушкой, которая с Якутии, которая попадет в эту организацию. Что самое важное, самое ценное для вас?
Ну, самое главное, наверное, это семья, здоровье. Это самое главное. Ну и человек все равно мечта и заниматься любимым делом. Тем, что просыпаешься утром и идешь на любимую работу, занимаешься тем, что любишь. Вообще у нас очень одинаковые ценности. Для меня тоже очень важно, чтобы человек нашел себя, чтобы он утром реально просыпался и шел на любимую работу и был счастлив от того, чем занимается. И, конечно же, семья. А сегодня перед Варварой и Гаврилом стоит главная задача, чтобы каждый ребенок спешил на занятия с горящими глазами и научился преодолевать любые трудности, занимаясь спортом. Катерина Винокурова, Илья Сыромятников, Якутск. Ну, отрадно, что люди на примере этой пары находят себя в любимом деле, а после еще и могут сделать это своей профессией. И всем, кто в данный момент в поисках рабочего места, тех приглашают с 5 и 6 сентября на ярмарке вакансий. Сегодня в нашей студии Георгий Иванович Борисов, исполняющий обязанности заместителя председателя Госкомитета Республики по занятости населения. И вот о ярмарках в том числе мы поговорим. Георгий Иванович, доброе утро. Доброе утро. Ну, в целом, конечно же, вначале хочется поговорить о ситуации на рынке, да, то есть какова сегодня официальная безработица, есть ли вот какие-то официальные данные? Да, ну, ситуация на рынке труда республики характеризуется в этом году как стабильная. Наблюдается повышение численности занятого населения. Если в начале года было 470 тысяч, то сейчас по итогам июня 488 тысяч занятых. И, соответственно, снижается численность безработных. Она сейчас составляет где-то 26 тысяч. И уровень безработицы с 6,5% снизился до 5,6%. Это исторический минимум, как бы мы уже на 1,5%. С прошлого года, да, 0,9% снижения составляет. Вот, и такого уровня, как у нас в республике, никогда не было. А по регистрируемой безработице в начале года было порядка 5 тысяч безработных граждан, которые состояли у нас в учете в службе занятости населения. А сейчас уже 4200, снижение на 800 человек. Вот, и, соответственно, уровень регистрируемой безработицы тоже снижается 0,6% от численности рабочей силы, а рабочая сила сейчас 516 тысяч по республике. Ну, в целом показатели очень неплохие, то есть, да, опять же, говоря про исторический минимум и так далее. Да, как по России, так и по республике у нас. Ну вот говоря про тех, кто все-таки работу ищет, завтра, послезавтра по всей республике пройдут ярмарки вакансий. Вот во всех ли в районах республики планируется их проведение? Да, действительно, завтра, послезавтра, 5-6 сентября мы планируем организацию проведения ярмарок вакансий по всей республике. Это во всех районах, городах. Это 30 полностью будут вот эти вакансии, ярмарки вакансий организованы. В некоторых районах 5-го завтра будут проходить, в некоторых районах 6-го. Здесь, в городе Якутске, например, 6-го будет организована ярмарка вакансий в офисе «Моя работа». Это по улице Петра Алексеева, 19/3, с 14 часов. Все желающие могут туда подойти, как и во всех районах, тоже связаться с центрами занятости, узнать и принять участие. А вот по проведению в других районах, да, места проведения, где могут узнать, ну, желающие посетить? Да, желающие могут узнать в центрах занятости по их телефонам или подойти в центр занятости, узнать, во сколько и где будут проходить вот эти ярмарки вакансий. Во всех районах по-разному, в некоторых районах в самих центрах занятости, в некоторых районах на других площадках. А какие организации будут представлены на ярмарке, кто будет свои вакансии предлагать? Ну, не обязательно, конечно, называть всех, потому что их могут быть и сотни, да, но вот там из крупных. Да, действительно, планируется порядка 100 работодателей уже участие. И ну, практически все такие важные отрасли, виды экономической деятельности нашей республики задействованы. Начиная с промышленности, это Колмар, Якутуголь, Эльгоуголь, Алроса, вот, и Якутскэнерго, ГУП ЖКХ, там, противопожарная служба, МЧС России, образование, здравоохранение, вот практически вот такие. Вообще весь спектр возможных сфер нашей жизнедеятельности. А какие-то мероприятия будут ли проводиться? То есть, ну, возможно, мастер-классы параллельно пройдут какие-то?
Да, действительно, ну, каждый участник, каждый соискатель может подойти к работодателю, пройти собеседование, мини-экспресс-собеседование, узнать об условиях труда, там, о заработной плате, режиме работы, льготах, гарантиях, социальном пакете. Вот. И там будут наши инспектора, сотрудники службы занятости населения. Они будут рассказывать о востребованных вакансиях, которые сейчас в республике, а их порядка 16 тысяч у нас сейчас на данное время. Вот. И граждане могут уже наметить себе направление, куда можно пойти трудоустроиться, даже если таких работодателей не участвует. Плюс будут предложены курсы профобучения и дополнительного профобразования. Квалификации. Да. Вот. И сейчас, например, мы обучили порядка 1500 граждан, плюс еще по линии национального проекта «Демография» тоже отучили 600 тысяч, 600 человек, конечно, да. Вот. И тоже есть возможность отучиться по данным направлениям у граждан, особенно граждане-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья, участники СВО, члены их семей и многодетные родители. Они могут пройти все вот эти обучения бесплатно, проезд, проживание тоже оплачиваются с нашей стороны. Ну вот, говоря про переобучение, в целом сегодня что особенно, какие профессии, какие специальности особенно востребованы на рынке труда? Наиболее востребованными профессиями, рабочими профессиями являются это водители автомобиля, автобуса, машинисты специального транспорта, плюс различного оборудования тоже машинисты требуются, электрики, монтеры, слесари, повара нужны. Вот. А из числа служащих уже специальностей врачи очень востребованы, учителя, фельдшеры, вот такие специалисты. То есть, в принципе, такой основной пласт составляют именно рабочие профессии, если так посмотреть. Да. И тут же вопрос такой Большинство интересный. На что сегодня выбирает молодежь, она на что ориентируется? То есть готова она или идти в такие профессии? Действительно, молодежь является наиболее такой уязвимой, можно сказать, да, категорией, которая испытывает трудности в поиске работы, поэтому для молодежи у нас имеются различные специальные программы, работает долгосрочная программа трудоустройства молодежи, в рамках которого реализуется много мероприятий, которые нацелены на то, чтобы наша молодежь нашла себе работу, трудоустроилась. Реализуется проект «Старт к успеху», где уже из числа тех ребят, которые к нам обращаются в службу занятости, мы составляются индивидуальные планы, и уже все вот эти механизмы содействия занятости для них уже действуют. Вот, поэтому действительно сейчас уже наблюдается тенденция снижения, но все-таки уровень занятости молодежи остается более-менее такой высокой по сравнению с другими показателями, поэтому на это уделяется очень много внимания. Поэтому, пользуясь моментом, я хотел бы пригласить тоже, особенно молодежь, завтра, послезавтра по месту проживания посетить ярмарки и вакансии. Да. Ага. Георгий Иванович, спасибо большое. Надеюсь, ярмарки пройдут хорошо. Многие люди смогут найти себе работу. Это самое главное, наверное. Да? Это цель ярмарки непосредственно. И все получится. Удачи в вашей работе. А мы сейчас прервемся на то, чтобы ознакомиться с последними новостями. Передаем слово информационной службе нашего телеканала. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. В очереди со стороны Тамани находится 40 транспортных средств, со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра нет. Сообщение о временной приостановке движения по мосту появилось в телеграм-канале информационного центра в 3:52 по Москве. Напомню, Киев регулярно пытается атаковать Крымский мост. Так, в ночь на субботу российские военные уничтожили 3 украинских безэкипажных катера в Черном море. В середине августа ВСУ запустили в сторону Крымского моста 2 переделанные ракеты комплекса Си-200. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений. Министерство обороны России рассказало о правилах отпусков военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Так, бойцам предоставляется отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев, продолжительностью не менее 14 суток, без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно. Отмечается, что планированием и предоставлением отпусков занимается начальник штаба, с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью. Кроме того, ротация указанной категории военнослужащих осуществляется с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО. Алдан отметил столетие со дня образования. Поздравив жителей со знаменательной датой, члены делегации правительства посетили социальные и промышленные объекты, а также провели ряд встреч. Так, заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина побывала в детской поликлинике Алдана, а затем отправилась в село Хатыстыр, где состоялась торжественная церемония открытия новой врачебной амбулатории. Теплое благоустроенное помещение, оснащенное удобной мебелью и современным оборудованием, стало долгожданным как для медработников, так и для их пациентов. Чуть ранее подобный объект появился и в поселке Ленинский. Я понимаю, что те усилия, которые прилагаются непосредственно органами власти республики по поручению главы республики Саха-Якутия, они направлены для людей. И я думаю, что главную оценку дают прежде всего люди. Сегодня я успела до посещения детской поликлиники здесь, в Билете, пообщаться с людьми. И, соответственно, все довольны. Команда Монголии по вольной борьбе прибыла в Чурапчу на матчевую встречу. Всего в рамках матчевой встречи состоится 7 поединков. Зрители смогут увидеть на ковре лидирующих борцов страны, которые за этот год показали хорошие выступления на российском и международном уровнях. Монголию представят призеры чемпионата Азии, Ерыгинского турнира и молодежного первенства мира. Ну а уже 7 и 8 сентября в Якутске в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится юбилейный международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Ну а тем временем был объявлен состав сборной России на турнир Дмитрия Коркина в Якутске, который пройдет 7 и 8 сентября. На соревнованиях будет выступать сборная России под руководством главного тренера Хаджимурада Гацалова. В составе команды чемпионы и призеры чемпионатов России, победители и медалисты международных турниров. Сильнейшие мастера будут заявлены в каждой весовой категории. Так, например, в весе до 86 килограмм 2-й год подряд выступит бронзовый призер Олимпийских игр Артур Найфонов. В категории до 70 килограмм одними из фаворитов станут чемпион мира и Европы Загир Шахиев и чемпион Европы Курбан Шираев. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Утро Якутии мы продолжаем. Выяснилось, что лошади отдают предпочтение радостным людям. Животные способны различать эмоции, и грусть им тоже не нравится. Эксперимент провели специалисты из Франции и Финляндии. 28 лошадям показывали на экранах веселые и печальные лица, а также включали соответствующие голосовые записи. Ученые не только наблюдали за реакцией животных, но и измеряли частоту пульса. Оказалось, что непарнокопытные могут различать противоположные эмоции, а также считают радостных людей более привлекательными. Улыбающиеся лица вызывали у лошадей больше интереса, а пульс учащался. Исследование опубликовано в журнале Animal Cognition. Ну а далее предлагаем вам гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября. Кого ждет признание в любви, кого увеличение дохода. Астрогороскоп обещает особенную неделю для нескольких знаков зодиака. Каких, узнаем прямо сейчас. Овны. Неделя начнется с неожиданных перипетий. В области карьеры могут произойти внезапные события, требующие вашего быстрого решения. В любовных отношениях рекомендуется держать эмоции под контролем, чтобы не создать ненужных конфликтов.
Тельцы. Под влиянием Венеры, которая стоит в благоприятном аспекте с вашим знаком, вы почувствуете прилив энергии и оптимизма. Эта неделя будет отличным временем для творческих начинаний и романтических встреч. Также стоит обратить внимание на финансовые вопросы, где ваше участие будет особенно ценным. Близнецы. Ретроградный Меркурий – ваша планета-управительница. Обещает близнецам неделю полную общения и новых знакомств. Однако будьте осторожны в деловых переговорах. Возможны недопонимания и осложнения. На этой неделе лучше дважды проверить все детали, прежде чем принимать решение. Раки. Луна в вашем знаке намекает на эмоциональное возрождение и улучшение отношений в семье. Эта неделя будет отличным периодом для разрешения домашних вопросов и укрепления семейных связей. В работе же стоит быть более внимательным и организованным, чтобы не пропустить важные детали. Львы. Для вас, дорогие львы, эта неделя будет полна возможностей для самореализации. Постарайтесь не упустить шанс продемонстрировать свои лидерские качества на рабочем месте. В сфере отношений не бойтесь быть инициатором важных разговоров. Девы. С этой недели начинается ваш период звездного влияния. Сконцентрируйтесь на завершении старых проектов и планировании новых. В отношениях с партнером постарайтесь быть терпимее. Весы. Эта неделя будет особенно благоприятна весам для коммуникаций. Вы заведете новые знакомства, укрепите старые связи, и вы увидите, как расширится ваш круг общения. По финансовой части возможны небольшие неожиданные доходы. Скорпионы. Сюрпризы не исключены на этой неделе, особенно в личной жизни. Будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы, но помните, что ваше умение адаптироваться – ваше сильное качество. В работе же стоит дважды проверять все детали, чтобы избежать ошибок. Стрельцы. Для стрельцов неделя пройдет под знаком активности и движения. Вам стоит задуматься о путешествии или каком-либо новом увлечении. В отношениях с близкими будьте открыты и честны. Это укрепит ваши связи. Козероги. На этой неделе у козерогов возможны сюрпризы на рабочем месте. Будьте готовы к неожиданным задачам, но и не забывайте оставлять время для отдыха. В личной жизни порой стоит немного расслабиться и дать ход своим чувствам. Водолеи. Интеллектуальная сторона жизни будет особенно активна для водолеев. Это хороший период для обучения или переобучения. Не стесняйтесь делиться своими знаниями и мудростью с окружающими. Рыбы. Рыбы найдут эту неделю благоприятной для творчества и самовыражения. Любые начинания, связанные с искусством или креативностью, будут успешными. В отношениях с партнером постарайтесь быть внимательнее и более чуткими. Казачество в Якутии задействовано в различных сферах, от военно-патриотического воспитания молодежи до охраны правопорядка. Все мероприятия казачьих обществ проводятся при поддержке органов местного самоуправления и органов государственной власти республики. Сегодня в нашей студии Шадрин Виктор Леонидович, атаман Жатайского станичного казачьего общества, и Дружинин Алексей, командир команды казачьего класса «Исток» 9 Б Жатайской средней школы номер 1. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Виктор Леонидович, да, первый вопрос. Расскажите, как сегодня живет казачье сословие, как вообще деятельность Жатайского станичного казачьего общества? Ну, датой образования Жатайского станичного казачьего общества является 1 декабря 2004 года. Вот за 19 лет наша организация окрепла, разрослась. Вот. Ну, конечно, основная задача у нас, как вот уже было сказано, да, охрана общественного порядка на территории городского округа Жатай во время проведения праздничных мероприятий. Значит, развитие и умножение казачьих традиций и культуры, а также военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ну, остановимся на мероприятиях, да. Военно-патриотическом воспитании. Ну и культура тоже. Значит, у нас в Жатае в 2018 году на базе Дома культуры «Маяк» была сформирована группа казачьего танца «Зарянка» при народном ансамбле «Эдельвейс». Вот ребята уже на протяжении 5 лет, значит, демонстрируют свое мастерство казачьей культуры, участвуют в различных конкурсах, смотрах, фестивалях. С 2019 года мы уже 5 лет проводим республиканский фестиваль казачьей культуры и традиции предков храним. Количество участников с каждым годом растет. То есть это мероприятие пользуется большим интересом и
популярностью среди вот жителей поселка и с города приезжают, значит, всегда как бы сцена, ну, вернее, не сцена, а зрительный зал полный, да, во время проведения, аншлаг, да. Вот. В школах мы вот в первой школе уже 8 лет проводим конкурс казачьей песни среди классов школы. Поет вся школа, все классы поют. Вот. Младшее, среднее и старшее звено. Значит, каждое звено мы отдельно награждаем за это, ну, как бы подводим итоги, и победитель в каждом звене получает кубки, грамоты, то есть как бы это работа вот по культуре поставлена. Вторая школа у нас запела уже 2 года. Если первая 8 лет поет казачьи песни, то вторая школа вот на протяжении уже 2 лет. Значит, то же самое мы проводим также совместно со второй школой конкурсы казачьи песни среди классов. И тоже потихонечку уже вторая школа в это дело втягивается. Но это вот что касается культуры. Но еще вот в прошлом году мы создали уже взрослый ансамбль «Казаки Житая». Значит, состоит из 12 взрослых мужчин и женщин. И вот они, значит, тоже участвуют во всех фестивалях казачьей культуры, которые проводятся у нас в республике. Вот, и, в принципе... Ну вот, говоря про крупные мероприятия, хотелось бы поговорить про, вот, получается, военно-спортивные игры «Казачий сполох». В республике он прошел, получается, в 22-23 годах в этот сезон. Вообще, Алексей, к тебе вопрос, да, ты участвовал в нем. Расскажи о своем участии, расскажи вообще об этом мероприятии, ну, как бы, как с точки зрения участника. Ну, мероприятие, оно очень интересное. Потому что ты постоянно пытаешься улучшать себя, прогрессировать. Это становится как отдельный вид спорта. У нас в Житае, в лагере, есть все оборудование, полоса препятствий, гранаты. Мы даже сами делали носилки, буквально из веревки и палок. Когда мы приехали в Хабаровск, меня удивило то, что там очень неорганизовано. На самом деле, вроде бы дальневосточный этап, а там не было почти ничего. Мы буквально заезжаем в этот лагерь, а там строится сцена, на которую у нас должно проходить открытие. Мы все в шоке, но как бы нам любая непогода нипочем, хоть там шел и ливень, хоть все было неорганизовано. Но мы заняли 1-е место, у нас все получилось, показали то, что можем. Это, получается, дальневосточный этап был, и далее вы тогда, раз 1-е место заняли... Да, мы едем на Россию 24 сентября. То есть вот-вот уже будете в Оренбурге. Получается, уже главные будут соревнования, можно сказать. Это уже все, финал. Ну вот говоря про вот эти отметки, да, такие, что ливень нам нипочем, что ничего нет, но мне кажется, зато участие намного сильнее запомнилось, если бы там было все готово, сразу все готовенькое. Конечно, из-за этого зато навсегда в памяти будет то, что вот в Хабаровске дальневосточный этап выигрывали при таких условиях, на всю жизнь запомнится. Это вообще классно. Виктор Леонидович, ну вот говоря опять же про вот эту укомплектованность нашего, скажем так, местного отделения, то есть понятно, что команду на дальневосточное соревнование отправляли, какие-то отборы прошли сначала здесь у нас на региональном уровне. Ну да, это в 2019 году мы в Житае открыли 1-й казачий класс, вот, который Алексей сейчас у нас представляет. Это на базе 5-го Б-класса, казачий класс «Исток». В 2020 году мы открыли 2-й казачий класс на базе уже 5-го А-класса в средней школе номер 2. «Патриот». В этом году открыли 3-й казачий класс на базе 5-го А-класса во 2-й школе «Доблесть». Со 2-й четверти мы на базе 5-го А-класса 1-й школы открываем 4-й казачий класс. И до конца года у нас еще, значит, стоит задача открыть 2 клуба казачьих, чтобы у нас были охвачены дети всех возрастов. Получается, «Исток» 9-й класс, «Патриот» 8-й, сейчас «Доблесть» и еще какой-то будет класс. 7-й, 6-й? Нет, 5-й класс, 6-й, 7-й не охвачены. И вот мы хотим создать еще клубы, чтобы охватить еще 6-й и 7-й, чтобы у нас все классы были охвачены. Почему? Потому что вот соревнования проводятся, а там определенные возраста, чтобы у нас не получилось провала между 5-ми и 8-ми классами. То есть вот мы сейчас будем создавать еще клубы, да, чтобы все возрастные категории были охвачены. Это вот 4 года мы с этим классом уже, как говорится, занимаемся, проводим очень много различных соревнований, и вот результат, как говорится, налицо. Да, ну, парни выиграли республику у нас, да, вот в июне месяце, значит, в Житае на территории оздоровительного лагеря «Орленок» проходил республиканский этап вот казачьего сполоха. Со всей республики, значит, казачьи команды приезжали, участвовали. Вот. Ну,
результат, как говорится, есть. Говорит Ребята- сам за себя. Да, результат говорит сам за себя. К сожалению, не так много у нас времени. Алексей, у вас последний вопрос, буквально в 2 словах, завершая эфир. В дальнейшие твои планы вот в этом направлении какие? Когда к нам приезжал войсковой атаман, то есть, ну, за Дальневосточный округ отвечающий полностью, он сказал, что есть темы поступления в казачьи университеты. То есть ты в дальнейшем... вот Да, хочешь, то есть так я сказать. хочу дальше продолжать эту деятельность. Ну, желаю успехов тебе, все получится. Желаю дальнейшего развития обществу. Спасибо вам. Поздравляю с победой. К сожалению, вынуждены мы попрощаться. Уважаемые телезрители, завтра вновь встретимся в этом же время, в этом же месте.